Здравствуйте! В эфире передача «Авторивьера». Сегодня мы с Апсуатур проследуем по одному из живописнейших туристических маршрутов. Возглавляет нашу туристическую группу экскурсовод Сандро Пачуля. Он сейчас нам расскажет, по какому маршруту мы проследуем. Сегодня мы проследуем по маршруту Сухум, город Кварчал-Сухум. Места достаточно живописные. Город, к сожалению, в прошлом промышленный город. Однако сегодня мы там можем наблюдать первозданную красоту природы. Мы будем видеть многочисленные водопады, мы будем видеть каньоны. Мы посетим один из источников, термальных источников, то есть это радоновый источник. То есть день достаточно насыщенный. Поехали! Поехали! Компания Апсуатур предоставила нам возможность поехать с группой туристов на экскурсию. Я и оператор Давид Хашик постараемся показать вам туристический маршрут по окрестностям города-героя Кварчал и поделиться впечатлениями от джипинга. Перед поездкой директор компании Апсуатур Елизавета Маланья рассказала нам о предпринимаемых мерах безопасности при трансферных и экскурсионных перевозках. Компания Апсуатур, одна из крупнейших в туристической сфере, занимается трансферной и экскурсионной деятельностью. И, естественно, обладает каким-то автопарком. Как у вас идет работа в этом сезоне? Хочу отметить, что у нас турфирма занимается экскурсионным и трансферным обслуживанием. Что касается трансферного обслуживания, он состоит из водителей и технического отдела. Если касаться водителей, там мы каждый год набираем, конечно, главным критерием является опыт работы. У нас приемная работа осуществляется несколькими этапами. Первый этап – это анкетирование, второй этап – это собеседование, потом практика, и четвертый этап завершающий – это они сдают экзамены. Экзамены, практический экзамен и теоретический, связанный с туризмом, с обслуживанием информации, чтобы водители владели этой информацией именно в сфере туризма. Что касается практически, мы требуем от них, чтобы они знали все объекты размещения, так как трансфер – это доставка, как мы знаем, туристов с аэропорта, из ЖД вокзала в любую точку Абхазии. И, естественно, наши водители соблюдают режим и нормы труда и отдыха. У нас на транспорте сидит по 2 водителя, чтобы могли они меняться и в режиме работали. Что касается технического отдела, то технический отдел у нас следит за исправностью машины перед выездом и вообще просто исправностью машины. Наш транспорт оснащен необходимыми медикаментами. Транспортный отдел у нас состоит из 22 машин. У нас есть легковые, минивэны, микроавтобусы. Экскурсионную деятельность мы осуществляем в основном на микроавтобусах. Это вместительностью до 20 человек. Весь транспорт у нас оснащен кондиционерами. Если это трансферный автотранспорт, то обязательно аудиогид и Wi-Fi должен быть в машине, так как мы встречаем людей в аэропорту и на ЖД вокзале. Далее мы знакомим их с нашей республикой, с историей нашей страны через аудиогидов. Естественно, в целях безопасности мы всегда главным критерием является опыт работы водителя, так как мы понимаем, что на нем лежит огромная ответственность при перевозке пассажиров. Во всей этой экскурсионной составляющей особняком стоит джипинг. Транспорт высокой проходимости, более, может быть, он и грубый, и туда, наверное, идут люди, которые любят немного экстрима, то есть такого активного отдыха. Как здесь обеспечивается безопасность? Конечно, с большей строгостью мы относим к водителям транспорта высокой проходимости. У нас есть как свой транспорт, так и наемный транспорт. Вообще, когда мы открываем активный отдых, там сезон начинается у нас, мы собираем всех водителей, начиная от наемных водителей, заканчивая своими водителями. Мы их везем на экскурсию по всем горным направлениям. Непосредственно техник проверяет
про как вождение водителей. Все нормативы, которые выработаны на данной нашей компании, направлены на обеспечение безопасности пассажиров данного направления, именно активного отдыха. Также мы понимаем, что как бы водитель, помимо того, что вести машину, он должен на джипинге именно рассказывать туристам информацию. То есть они у нас также проходят теоретическое обучение по маршруту. Опыт работы самое главное в данном случае. На тебе лежит огромная ответственность за жизнь людей, которых ты везешь. Поэтому к безопасности мы очень строго относимся. Елизавета, вот маршрут на Акармару, он достаточно новый. Что вы можете сказать о развитии вот, восточной части Абхазии в сфере туризма и вот, непосредственно по этому маршруту? Конечно, должна отметить, что данную часть Восточной Абхазии надо развивать, надо ее рекламировать. Рекламы, к сожалению, не так много на сегодняшний день. Могу сказать смело, что мы одни из первых начали возить людей в восточную часть, именно в Акармару, в Кварчал. Да, там мы знаем, что это красоты природы ничем не уступает красотам той же Рицы, да, там, того же Афона. Я думаю, что спрос на восточную часть будет только повышаться со временем. Сандро, вот такой тип экскурсии, чем отличается от традиционной экскурсии на автобусах? Ну, традиционная экскурсия на автобусе и джипинг кардинально разные вещи, потому что джипинг скорее стоит отнести к активному виду отдыха. Джипинг дает возможность побывать в тех местах, где обычный автобус проехать не может, потому что это полноприводные машины с повышенной проходимостью. И опять-таки, именно благодаря джипингу можно подняться на водопады, которые сегодня будут как раз в карте нашего маршрута. Вкратце опишите нам маршрут. Ну, сейчас мы с вами находимся на выезде из города, мы с вами далее будем подниматься в Акармару, соответственно, так называемый город-призрак мы посмотрим. На самом деле в этом городе есть жители, но их относительно немного. То есть если численность населения Кварчала в целом составляла около 40 тысяч человек, то сейчас их значительно меньше, и тем более в самой Акармаре это около 50 человек возможно. В этом направлении у вас только летние экскурсии, например, зимой бывают экскурсии? Зимой, к сожалению, нет, но по индивидуальным запросам мы всегда стараемся реализовывать эти экскурсии. И, конечно же, многое зависит от погодных условий. То есть, когда выпадает снег и проехать сюда невозможно, мы не везем. А когда есть возможность добраться, есть желающие люди подняться, мы, конечно же, предоставляем эти услуги. Ну, больше все привыкли к направлениям там Гагра, Пицунда, вот к таким экскурсиям. Восточное направление начало развиваться все-таки вот сейчас, относительно можно сказать. недавно, да. Но, тем не менее, экскурсионных маршрутов в восточном направлении не меньше, это точно, и по красоте своей, наверное, не уступают. Говоря о восточной части Абхазии, да, экскурсионных маршрутов достаточно много, они самые разноплановые, то есть это и памятники христианства, это и природная красота. И вот как раз таки в восточной Абхазии, наверное, самый живописный маршрут – это тот маршрут, по которому мы с вами сегодня едем, и, конечно же, ущелье реки Кадор, Кадорское ущелье. То есть здесь тоже есть что посмотреть, да, туристическая именно сфера, то есть вот в плане заведений, да, наверное, инфраструктура, нет. Она менее развита, но со временем это тоже будет развиваться, и это уже развивается.
Многие туристы едут сюда именно потому, что они хотят увидеть те зоны Абхазии, где не развита именно туристическая сфера. То есть это какие-то дикие места или опять-таки тот же город-призрак. То есть следы войны, которые здесь, наверное, больше видны, чем в других местах Абхазии. Местное население, к сожалению, не очень активно в плане отдыха, в плане экскурсий. Порой кажется, что туристы, приезжающие сюда на неделю, успевают посмотреть больше. В общей массе мы не можем сказать, что местное население активно в плане отдыха, туризма внутреннего, да, но опять-таки в последнее время это становится актуальным, популярным. Это характерно не только для Абхазии, это характерно для многих туристических зон, где люди сами реже посещают вот такие места, нежели приезжие люди-туристы. Мы продолжаем наш путь, поднимаемся в горы, так что присаживайтесь, едем с вами дальше.
Сегодня по этому маршруту Сухум, Творчал, Сухум. Группу везли Ферах Бгаджава и Мануэль Джагаев. Ферах, скажите, сложный маршрут? Мое мнение, нет. Почему? Наверное, из-за того, что привыкли. Но все-таки есть, конечно, такие места, особенно на водопаде, как поднимаемся, вы сами видели, то ли это какой-то крутой поворот, то ли это какой-то крутой подъем или же скалистое место, но это частичные такие места. Когда особенно дожди, грязи много, очень сложный даже маршрут, можно сказать. Вы видите, они периодически вот так ее ремонтируют, технику поднимают, дорогу чистили, делали, равняли, засыпали, где-то выровняли, где-то что-то лишнее убрали. То есть смотрят, ребята занимаются, стараются. И когда добираешься легко, наверное, не так интересно самому туристу тоже. Согласен, дух захватывает на самом деле, когда вот такие вот места, вот сложности вот преодолеваешь. А если будет дорога, скажем, хорошая, джипинг мы будем еще дальше. Ну, не обязательно же только УАЗики, сюда могут ездить и другие джипы серьезные, скажем так, подготовленные. Подготовленная машина, нормальная, то есть без проблем, на полном приводе, при нормальных погодных условиях. Ну, дорожный просвет, Да. чтобы был нормальный, Да, повыше машина. сухо, чтобы было. Ну, у вас, вот я смотрю, на одной машине есть лебедка еще. Вот. Лебедка всегда плюс, это поможет, но в таких условиях, дай бог, чтобы он не пригодился, еще не было случая, чтобы мы лебедку цепляли, там за что-то цеплялись, чтобы не сорваться или еще что. Но не помешает. Да? Нет, конечно. Можно, конечно, написать красивый текст о местных красотах, но лучше все это увидеть своими глазами.
Феррах Абгаджава и Мануэль Джагаев не только высококлассные водители, они еще и великолепно поют и играют на музыкальных инструментах. А наш экскурсовод Сандро Пачулья блестяще исполняет зажигательные абхазские танцы. Во время обеда в кафе у водопада они провели импровизированный искрометный концерт, что придало этой поездке незабываемое впечатление и колорит. Публика была очарована. Сандро, ну мы весь маршрут, который вами был заявлен, прошли. Сейчас вот последний пункт – Радоновые источники. В целом, как прошла экскурсия? Как мы и заявляли, в принципе, в целом мы прошли весь маршрут. Мы посмотрели в виде обзора город Творчау, проехали по центральным улицам. А далее, конечно же, мы поднимались вверх в горы по грунтовой дороге и уже ближе к водопадам проезжали по исключительно экстремальному бездорожью. Мы показали сегодня нашим экскурсантам самый большой водопад Адау, то есть Великан, водопад Ирина и еще один водопад. Соответственно, маршрут был насыщенный. Сейчас мы находимся на Радоновом источнике, и наши экскурсанты как раз принимают ванны. Погода чуть поменялась, но это здесь... Да, к сожалению, в горах погода очень часто меняется. Мы немножечко попали под дождь, но наших экскурсантов это никак не расстроило. Они все так же довольны. Я думаю, они свое мнение выскажут касаемо сегодняшнего маршрута. Абхазские турфирмы, в том числе и Абсолтур, предоставляют самые разнообразные туристические продукты. Это и поездки на больших автобусах, то есть групповые, где сопутствует, конечно же, экскурсовод, который рассказывает полную объемную информацию. И такие экстремальные виды, как джипинг. Как раз сегодняшний наш маршрут является джипингом. И только на таком виде транспорта, к сожалению, на сегодняшний день можно попасть в такие отдаленные участки Абхазии, в труднодоступные участки. И, конечно же, джипинг в этом плане
он очень сильно выручает, потому что наши водители опытные, наши водители знают дорогу, и наши водители проезжают по, казалось бы, очень опасным участкам. Но опять-таки это с виду так выходит, потому что дорога где-то выстлана глиной, где-то это скальные участки. Они вполне проходимы, но для людей, которые не привыкли к таким дорогам, для них это как раз-таки экстремальный вид вождения, можно сказать. Растительность в Абхазии уникальна, и это как раз-таки нашим туристам достаточно нравится. Почему? Потому что на низменности встречаются какие-то субтропические виды, и чем выше в горы поднимаемся, тем растительность становится более своеобразной. Люди имеют возможность увидеть эндемичные виды, то есть те виды растений, которые встречаются только в Абхазии, не встречаются нигде на земле. Эти уникальные растения, они как раз создают самые яркие впечатления. Вроде бы на небольшой площади, 8700 квадратных километров, встречаются самые разнообразные виды. В этом плане западная и восточная часть Абхазии кардинально отличаются. Причем, если охарактеризовать восточную часть Абхазии, то, взяв в пример Кадорское ущелье и те территории, на которых мы сегодня находимся, то есть окрестности Тхуарчала, они тоже между собой различаются. И говоря о тхуарчальской местности, мы можем сказать, что здесь порода немного иная, а здесь другие достопримечательности, то есть здесь больше водопадов, крупных водопадов. Говоря о Кадорском ущелье, это, конечно же, также большие обрывы, высоты, известняковая порода, известняковые ущелья. Какие эмоции? Замечательные эмоции, ну, переполняют, скажем так, через край. Вообще, конечно, Абхазия, это, не знаю, это какая-то сказка просто. Знаете, была бы возможность, мне кажется, я переехала сюда жить. А вы впервые в Абхазии? Нет, второй раз. Ну, а обычно сейчас вот любят ездить в разные страны, там вот. Ты знаете, честно, не тянет. Вот как-то тянет сюда. Вот какой-то вот душевный отдых просто. Вы впервые в Абхазии? Нет, не первый раз, четвертый. И откуда? Рязань. Как вот впечатление? Бесподобно, все очень красиво, спасибо. Поездка замечательная. Люблю Абхазию всей душой. Здесь я оставила, можно сказать, большой кусок своей души, потому что, ну не знаю, 5-й раз мы сюда приезжаем и отдыхаем, и с удовольствием возвращаемся сюда каждый год. По сегодняшнему маршруту я первый раз ездила и очень понравился, замечательный маршрут. Малость устали, но усталость приятная, о такой усталости только мечтать можно. Вот таким образом вы ездили еще на экскурсию, ну вот на джипах? Ездили на Рицу, ездили, куда мы еще ездили, Гекский водопад, Илор. Не боитесь? Нет, не боимся. Вроде, Доверяем вроде немного экстремально. Водители замечательные у нас, просто я в восторге. Здесь отдыхаешь и душой, и вообще сила здесь вот чувствуется во всем, в воздухе, вода, ну все здесь вот просто чувствуется такая командная сила. Страна, знаете, замечательная, вот люди восхитительные, отзывчивые, добрые. Буду с нетерпением ждать следующего отпуска. Обязательно вернусь в Абхазию. Здесь осталось еще столько неизведанных уголков, которые нужно, просто необходимо посетить. Очень красиво, понравилось. Еще приедете? Конечно. Хотите со мной?